было здоровье на целый год, чтобы не хворали. Это обязательно надо сделать. Меня и заодно и вас, друзья, тоже постучали. Ну что, друзья, полетели наш первый полет на квадрокоптере. Всем здравствуйте! Сегодня у нас праздник, вербное воскресенье. Я вышла на улицу. Сначала собачку отпущу, Умку, пусть побегает, погуляет немножечко. Вот, и покажу, здесь у нас рядышком за дорогой смогу я нарвать вербы. В прошлом году я сюда, здесь же брала. Погода вообще прелесть сегодня, солнышко, небо чистое. Так, на термометре показывает плюс 4 градуса тепла. Но это еще утро только. Вот. Днем еще теплее будет. Вон у нас дрова. Работа ждет нас. На следующей неделе будем дрова складывать, заносить. Уже возле дома все растаяло. Это у нас всегда так. Вообще сегодня солнце так печет. Погода вообще благодать. Умка уже прыгает, ждет, чтобы ее отпустили. Вот у нас асфальт высох уже тоже. Здесь сухо все. Всех раньше здесь все высыхает. Погода такая безветренная у нас сегодня. Ну, вообще благодать. Ну, безветренная за домом. Да, из-за этого сказала, что безветренная. Оказывается, ветерочек все равно есть. Иду к Умке. Выпущу ее на прогулку. Она у нас уже ждет, дожидается. Он как прыгает. Ну вот, рыщу убежала. Ну, она здесь потом возле дома. Побегает, да. Порезвится, да. Где снег чистим, вот, все растаяло, конечно. Вот. Здесь тоже у нас, ну, где сами ходим, где почищено было. Вон кто-то несет вербу уже, сходил уже за вербой. Верба, кстати, такая пушистая в этом году, красивая. Ну, а я сейчас схожу сюда, посмотрю, найду, нет. Иду. Не знаю, провалюсь, нет, но вроде бы держит меня. Но здесь верба-то вон есть, но говорят, что нужна веточка, чтобы была красная. А здесь она не красная ветка. Ну да, верба пушистая. Ну вот, набрала вербу. Ну, немного. Много не надо тоже. Дома, чтобы ветки тоже были не очень много. Вот. Ну, это я и дочкам еще разделил отсюда. Вот. Такое солнышко у нас сегодня светит. Всех поздравляю с чистым верным воскресеньем. Пожелаю всем здоровья крепкого, счастья, мира, добра, семейного благополучия.
Вот. Ну и всех земных благ вам. Также хочу пожелать всем мирного неба над головой. А я сейчас домой зайду. Сначала мужа. Нужно постучать по телу, потом себя, чтобы было здоровье на целый год, чтобы не хворали. Это обязательно надо сделать. Набрала возле дома. Теперь иду домой. Вечером холодно и лужи замерзают. Это, конечно, хорошо. Меньше воды. Так. Почти сухо, можно сказать, во дворе. Всем привет, поздравляюсь, друзья, и я. Маша вот занесла веточки вербы. И вот такие букетики делает. 3 таких букетика. Один нам, один Настеньке и один Катюше. Настеньке и Катюше потом по пути, когда будет ехать в город, занесет. Вот такой букетик. Скотчем закрепили. Сегодня еще нужно в церковь сходить, осветить эту вербу. Ну, почему-то службу вот делают под вечер. Конечно, надо с утра, чтобы это все осветить. Но у нас, потому что у батюшки там еще не одна церковь здесь, не один храм, надо отслужить службу. Весь Кавказский район, вот этот куст, и Нившире по плану, по очереди, наверное, 3 часа вечера. И это уже потом, конечно, снимать Маша не будет, но она ходит, эти веточки осветит. Вот. Такие вербочки. А потом вот старую сейчас, прошлогодненькую, там у нас уголочек, поменяем. Я забыла. Я же хотела. Сначала веткой надо постучать по себе, по всем, кто живет в этом доме, чтобы вся хворь ушла, чтобы здоровье прибавилось, и на целый год, чтобы были здоровы. Вот. Это меня и заодно и вас, друзья, тоже постучали. И себя тоже так же. Чтобы весь год была здорова, и чтобы не хворать. Так. Яркое солнце на улице, и поэтому немножко засвечиваются кадры. Погода действительно сегодня хорошая. Вот. Ну что, поздравлю и я вас, друзья, с этим прекрасным праздником, с прекрасным днем, с вербным воскресением. Всех поздравляю, всех православных, всех верующих. Желаю счастья и хороших дней в этом году, чтобы все прошло гладко, все хорошо у всех. И будем ждать Пасху, так как говорится. Будем ждать Пасху. Следующее воскресенье уже будет у нас Пасха. Самый главный праздник. Казалось бы, можно уже и что там, вот показали, как мы в вербу далеко не ходим, возле дома. Погода прекрасная. И вот немножко хочу показать еще, вставить в это видео кадры, как выглядит с высоты, как на данный период момента, на данный момент года выглядит, вот, например, уже сегодня 9 апреля, где-то цветут сады, где-то уже сажают культуры всякие, а у нас, посмотрите, сколько еще много снега лежит.
Маша мне привезла квадрокоптер вчера буквально. И сразу же, не отлагая момент, я вчера сделал небольшой полет и поснимал вокруг дома. Далеко от дома отлетать не стал, потому как еще не умею. И я прямо дома, сидел и совершил вот такой небольшой полетик. И вот посмотрите эти кадры. Вот. Ну что, друзья, полетели наш первый полет на квадрокоптере, который я прикупил не без вашей помощи, конечно, друзья. Довольно-таки нормальная сумма собралась с донатов. Конечно же, не полностью, но все равно большое-большое спасибо. И вот смотрите, немножко поснимаю, как такой первый полет. Конечно же, далеко еще летать боюсь, и все это возле дома. Первый полет. Так, я сижу сам в квартире, друзья, прямо, дома прямо сижу. Сейчас немножко поднимемся чуть-чуть повыше, и сейчас буду рассказывать. Вот вдалеке видна церковь. Наверное, если прямиком, то можно бы и долететь на квадрокоптере, поснимать там прямо с дома, но еще так и не решился первый раз, как там и что там. Видите, вдалеке там церковь стоит, храм у нас. И вот так выглядит на данный период наша деревня. Наша деревня так выглядит. Вот впереди там большое село, где вот сейчас я здесь нахожусь, это деревня Боровск. Дальше село Нивширо. Вот. Столько еще много снега, все лежит. Пока еще до субботников еще не дошло дело, и все в рабочем состоянии, так сказать. Дрова не сложены, все еще выглядит как в распутицу. Вот. Море тайги. Действительно, вид с квадрокоптера мне нравится, друзья. Вот с правой стороны, вот где вот растут кустарники, вот здесь и Маша собирала вербы, недалеко от дома буквально. Вот так выглядит поселок, не поселок, а деревня Боровск. Вот прямо по курсу, теперь показываю, вот сейчас остановился, прямо по курсу, вдалеке там, где мой мостик, озеро. Представляете, примерно от дома, недалеко в принципе. Вот. Дорога, потом налево и по дороге до мостика. Вот так. Это уже показывается вот где край деревни, то есть если с города ехать, с Ктулкара, то первые дома вон вдали на горизонте. Это все деревня Боровская. Не маленькая тоже деревенька. Вот уже в кадр попала, как при посадке там Умка. Как раз там тоже квадрокоптер жужжит, друзья. И она вот, еще такие акробатические трюки выдает. Интересно, конечно. Вот я это сижу дома все и снимаю. Прям вот, если еще и очки виртуальные, ты как будто сам летаешь. И сколько еще снега на огороде. Где-то уже сажают полностью, как уже говорил, культуры там всякие. А у нас вот на огороде вот действительно столько много снега. Вот так. И совершили мы с вами, друзья, первый полет. Какая разница? Северная деревня, она и есть северная деревня. Север и есть север. Потому что по меркам, по классике, пока еще рано. Хоть даже и тепло, все равно ветер северный может еще и даже сугробы намести. Север он такой. Снега еще много, лед еще на реке стоит. И, как говорится, до мая нам весны, как таковой в классическом плане, чтобы ручьи там, речка открылась, зацвели там какие-то цветочки, до этого еще рано. Ну что, всех еще раз с праздником. Вот так. Живите хорошо.